Здравствуйте, меня зовут Айгуль Жаксимбаевна Жайсирикова. Тема сегодняшней нашей лекции об игрушках и предметах быта в декоративно-прикладном искусстве казахов. Все мы знаем, что произведения декоративно-прикладного творчества, в отличие от произведений изобразительного искусства, имеют практическое значение и одновременно служат украшением в широком смысле этого слова. Примером тому может служить убранство самой же юрты. Вот здесь можно увидеть все декоративно-прикладное искусство казахов, а также предметы быта, всевозможные инструменты, орудия труда. Все это раньше изготавливались самими же людьми. Игрушка – неизменный спутник ребенка с первых дней его жизни. Ее влияние на ребенка огромно. Игрушки были не только простыми забавой детей, но и первыми учителями и врачами детей. С их помощью дети постигали все премудрости и умения, без которых невозможен был переход во взрослую жизнь. В любом обществе игрушки оказывают огромное влияние на формирование личности ребенка. Наше сегодняшнее желание знать, какой же была игрушка, народная игрушка, как ею играли и что она значила в жизни ребенка, в этом кроется не только познавательный интерес, но еще и естественное стремление знать и помнить прошлое своего народа. Актуальность темы сегодняшней лекции обусловлена еще тем, что в нашей стране возрастает интерес к истории своего народа. Каждый народ имел свои и только присущие ему игрушки, в которых отражена его душа, его история, его обычаи и характер. Происхождение игрушки относится к глубокой древности. Одинакового вида игрушки встречаются у разных народов, независимо от уровня их развития. Про игрушки можно сказать, что они появились с появлением самого человека. Игрушки были даже у первобытных людей. Например, всякие камушки, деревяшки необычной формы – это и были первые игрушки. Значительно больше известно об игрушках и играх в Древнем Египте, в Древнем Китае, а также в Древней Греции, в Древнем Риме, в России. Какие же были игрушки у казахов? Прежде всего, хочется сказать, что если говорить об истории игрушек, то погремушки – это самые древние игрушки в мире. Ее можно действительно назвать прародительницей игрушек. Само слово «погремушка» означает предмет полый внутри с размещенными небольшими предметами типа бусин, камешков, семян растений, издающие звуки при стряхивании или имеющие какой-то другой способ звукоизвлечения. Это могли быть предметы различного значения. Погремушками пользовались вначале, может быть, даже и взрослые. Они использовались как атрибуты древних религий и одновременно как первый музыкальный инструмент. С помощью погремушек проводили шаманские обряды, а затем погремушка заняла свое место и среди детей. Какие же национальные все-таки игрушки? История казахского народа полна различными рассказами о войнах. Наши предки усердно защищали свои территории от нападков, и каждый человек, наверное, был вооружен копьем, луком, саблей. Кочевник защищал свою землю, свой народ от многочисленных нашествий. И дети в возрасте 12-13 лет, иногда просто подростки, мальчики, становились во главе родов, брали в руки сабли и копья и защищали своих родных, потому что уже с детства они знали, что такое быть воином, когда они оставались в кочевых аулах только со стариками и женщинами. Поэтому при раскопках кургана в урочище Темиркаш было найдено два погребения. Одно взрослое и одно детское. В детском погребении археологи обнаружили колчанный крюк, стрелу, бронзовую пряжу, пластину, переломленные лошадиные удила и, собственно, сам скелет ребенка 7-9 лет. Казахи на 1000 лет раньше всех приучили к коней. Древние тюрки говорили: нет чище существа на земле, чем конь, и нет величественней. Поэтому лошадь в Казахстане можно назвать национальным животным, так как играла лошадь огромную роль в жизни казахского народа.
Раньше считалось, что впервые человек приручил это животное в период Бронзового века. Однако группа британских исследователей установила, что казахи сели на лошадей на целую 1000 лет раньше. Об этом свидетельствуют раскопки в Северо-Казахстанской области в поселении Батай. Поэтому самой распространенной игрушкой среди казахских детей была деревянная лошадка. Фигурки-обереги в виде фигурок животных, чаще всего в виде барана, собаки, лошади, были найдены и при раскопках древнего города Атрар. Они были сделаны из глины. Применялись в детских играх и кнут камша. Камша – один из самых почитаемых в казахской семье предметов, который всегда висит в юрте на почетном месте и защищает дом от беды и зла. В воспитании мальчиков казахи основное внимание уделяли умению скакать на коне, владению камшой, мечом, копьем. Любимой игрой девочек от 3 до 10 лет была и остается игра в куклы – куршак. Куклу делают обычно из глины, из тряпки, из различных обмотанных тканью соломинок, чия. Лицо куклы почти всегда оставалось пустым, но при этом ее костюм часто точно повторял реальный традиционный костюм казахов. В зависимости от того, кого изображала кукла, это мог быть костюм ребенка, девушки, невесты, замужней женщины или мужчины. Куклы, изображавшие девочек и девушек, имеют прически, косички, сплетенные из конского волоса. Шитье одежды для кукол становилось прекрасной практикой, несомненно полезной для девочек в будущей взрослой жизни. В играх с куклами также употреблялись и сопроводительные игрушки имитации, кровати с постельными принадлежностями, модели мебели, маленькие войлочные ковры, вышитые занавесы и так далее. Поэтому можно сказать, что с ранних лет девочки в игровой форме приобщались к домашним ремеслам. Детская посуда и ветряные игрушки также были распространены у казахских детей. В городище Талгар нашли детские игрушки из глины, миниатюрную посуду и фигурки лошадок. Это свидетельствует, что казахские дети уже тогда играли в глиняные игрушки. Шахматная фигура, вырезанная из кости. Также находили детскую посуду из глины и при раскопках древнего города Атрар. В казахском быту широко распространены игрушки безгильдек, зарылдаух или ветреные игрушки. При помощи их ребята определяли направление ветра, познавали законы природы. Одним из развлечений детей были и музыкальные инструменты, которые способствовали музыкальному развитию детей. Бубенчик, который привязывали на шею жеребенку или верблюжонку, пуская их на ночную пасьбу, своим звоном отпугивал от животных хищных зверей. Годился бубенчик и для многих детских игр. Распространенной детской игрушкой была свистулька, которую обычно мастерили из ветвей дерева, глины, а чаще всего из сухого камыша. Были свистульки с несколькими просверленными отверстиями. Также из глины делались инструменты, особая группа инструментов ускирик, тастаук и сассернай. Во времена кочевников они представляли собой небольшие полые глиняные сосуды с 1-5 отверстиями, которые придавали различную форму. Форму птиц, животных или просто овал. Звук этих инструментов был мягким, характерным щипящим призвуком. Во время кочевья они служили игрушкой, забавой для детей, а также свистулькой для чабанов. И благодаря этим инструментам музыканты сейчас тоже для полноты картины того или иного произведения создают иллюзию ветра, пения птиц и крика животных. Домбра была излюбленным инструментом не только взрослых, но и детей. В прошлом струны домбры изготавливались из козлиных кишок. Домбра и кобыз были наиболее распространенными музыкальными инструментами ранних кочевников. Наши предки придумали очень интересную игрушку – ортике, чтобы развивать в своих детях фантазию, привлечь их к искусству. Ортике – это деревянная игрушка на ниточках в виде фигурки животного, чаще всего козлика.
приводилось в движение руками дамбриста. Он играл на дамбре и, ударяя пальцами по струнам, одновременно дергал за ниточки. И Артеке принимался скакать, выделывая всякие замысловатые па. Также было очень много игрушек, которые способствовали физическому развитию детей. Долгое время родиной коньков считалась Англия и скандинавские страны. Но вопреки этому археологи в древнем поселении Алат в Казахстане нашли самые древние коньки на земле. Им более 3500 лет. И причем они детские. Сделаны они были из прочной кости, которую распилили вдоль и просверлили с обеих сторон 2 дырочки для завязок. Также была игра лянга. Это делалось, можно сказать, лоскут бараньей или козьей шкуры, желательно как можно длинной шерстью, которая играет роль парашюта, который для тяжести прикручивается круглая свинцовая пластина диаметром 1,5-2 см и толщиной несколько миллиметров. Лянга должна быть достаточно увесистой, и при этом дети отбивают его, меняя ноги. Этот самый снаряд под названием лянга играющие отбивают различными ударами ноги, не давая упасть на землю. По очереди причем. И побеждает тот, кто проходит все задания быстрее всех. Древнейшее происхождение асыков этой игры ни у кого не вызывает сомнений. В Египте мальчики играли уже в 4 тысячелетии до нашей эры. Первое письменное упоминание об игре в асыки появилось в жизнеописании Чингисхана. Именно за игрой в асыки он подружился со своим побратимом и главным врагом Джамухой. Асыки – одна из самых популярных казахских детских игр. Играют в нее в теплое время, добывают асыки из коленных суставов овец. Они предварительно вывариваются или берутся из употребленной в пищу баранины. Простые асычки иногда раскрашиваются в разные цвета, и они ценятся в зависимости от своего размера и веса, имеют разные названия. Главный асык, как вы все знаете, сака, имеет наибольшую цену. Для большей устойчивости сака обычно заливается свинцом, а у ханских и султанских детей сака заливался даже золотом. Игра в асыки развивает глазомер ребенка, вырабатывает ловкость, силу, выносливость и смелость. И в заключение хочу сказать, что игрушка является важным фактором воспитания и обучения ребенка. Еще в древности человек заметил, что игрушка способствует успешному развитию ребенка. Благодаря им ребенок усваивает социальные нормы поведения, развивает себя как личность. В целом, народно-прикладное искусство без преувеличения можно считать одной из значимых составляющих национальной культуры. Предметы народного искусства наполняли красками быт семьи, скрашивая будни и праздники. Большое важное место в жизни казахов занимали различные предметы из кожи. Из шкур шили различную одежду, из кож обувь, пояса, сосуды различного назначения, кожаные сундуки, шабадан. Обработкой шкуры и кож занималась каждая семья. В каждом доме был тон, шуба, жаргах, тулуп. Распространенным был щит, зимний тулуп из волчьих, лисьих, хорьковых или других звериных шкур. Эти шкуры шерстью вовнутрь обшивались сверху плотной материей. На предметы декоративно-прикладного искусства шли кожи домашних животных, лошадей, коров, верблюдов, очищенных от шерстяного покрова. Мастера изготавливали сосуды для хранения, перевозки и изготовления молочных продуктов, торсых, плетки, камши. Большой популярностью у казахского народа пользовалось ювелирное искусство. Женские украшения подчеркивали не только красоту, они обозначали ее положение в обществе и выполняли роль амулетов и оберегов. Характер и количество ювелирных украшений соответствовали возрасту женщины. Девушки из состоятельных семей носили набор серебряных ювелирных украшений, общий вес которых доходил до 3 килограммов. Существует множество видов серег, колец, подвесок, застежек, поясов, браслетов. Все мы хорошо знаем гарнитур из браслета и колец, перстней, который называется безблезок.
Также были много разновидностей пуговиц. Они могли изготавливаться из серебра, из металлов, иногда с применением позолоты, украшались полудрагоценными камнями. Создание изделий из кости – древнейший вид трудовой деятельности человека. Об этом говорят находки игл, гребней в эпоху каменного века. Материала было предостаточно. В работу шли рога, копыта, кости домашних и диких животных. Инкрустация костяными пластинками применялась в различной мебели. Из рогов крупного рогатого скота изготавливали половник для разливки кумыса. Камнерезное дело казахов в основном было связано с сооружением различных надгробных памятников. Кузнечное ремесло носило скромные размеры и было подчинено потребностям кочевой жизни. В народе существовало мнение, что кузнецы обладают сверхъестественными силами и потребностями. Свои секреты они носили в тайне и передавали по наследству. Кузнецы делали орудия труда и инструменты для ремесленников и охотников. Издавна в быту казахского народа особое место занимают предметы быта из дерева. Кочевники сами изготавливали деревянные изделия, необходимые в быту. Седла, ящики для хранения продуктов, сундуки для вещей, чаши для мяса. Любая вещь, с которой мы встречаемся, изучая декоративно-прикладное искусство казахов, украшена орнаментом. В казахском орнаменте четко выделяются следующие мотивы: зооморфный, космогонический, геометрический и растительный. Язык народного орнамента очень богат и самобытен. Каждый узор может рассказать свою историю. У казахского народа долго сохранялся обычай, согласно которому девушка, вышедшая замуж и переехавшая в другой аул, должна была прислать родителям подарок, сделанный своими руками. И часто в нем с помощью орнамента девушка описывала свою жизнь. Если в орнаментальном ковре она изображала символически худого человека рядом с полным, родители плакали. Получив такой подарок, они знали, что дочери жилось плохо. А если крылья птицы, это означало, что девушка живет как вольная птица. И родители собирали всех родственников на пир. Казашки плели 3 вида циновок. Это урещи, шабахши и шимши. Разные виды чиев использовались тоже в убранстве юрты, а также в хозяйстве. Например, на них сушили молочные продукты, а также они шерсть сушили, а также они могли быть заменить перегородки в юрте. В бытовой жизни кочевника особое место занимал войлок, как самый доступный и удобный в использовании материал. Его широко применяли еще древние саки. Валяние кошмы у кочевников отличалось особой выразительностью декоративных решений, многообразием технологий и способами исполнения. Легкий по весу, обладающий мягкой и приятной фактурой и теплоизоляционными свойствами материал был незаменим в быту. Для изготовления войлока брали преимущественно овечью шерсть осенней стрижки – куземжин. Использовали также натуральные красители для окрашивания шерсти. Сфера использования войлока отличалась большим разнообразием. Из войлока делали верхнюю одежду, щекпен, каттама, головные уборы, обувь, а также он служил отличным материалом для изготовления самого жилища кочевника – юрты. В настоящее время использование войлока претерпевает настоящий бум. Это такой податливый и практичный материал становится арт-материалом и становится очень популярным. Современные мастера используют его для изготовления различных изделий в национальном стиле. Я тоже приготовила вот здесь вот некоторые образцы изделий из войлока, которые имеются под рукой. Вот, пожалуйста, это техника тикимета с различными узорами, когда узоры вваливаются в основание вот, через предварительный войлок талдырма. И, например, вот такая форма, она может стать побольше, стать сидушкой, подушкой, тикиметом, а также может быть вот та же техника используется для изготовления вот таких вот небольших ваз или шкатулок. Также можно делать различные виды аксессуаров. Вот, например, вот эти бусы могут использовать как взрослые, так и дети. Другими аксессуарами являются броши. Они могут быть разных цветов, размеров и так далее.
сувениры наподобие вот этого яблока из войлока являются уже брендом нашей страны, символом города Алматы. И очень часто покупаются нашими гостями культурной столицей нашей страны, а также туристами. И наши же люди, когда выезжают за границу, дарят их в качестве подарка. Стал символом нашей страны. Для детей также можно и для взрослых изготовить различные виды одежды. Вот здесь я показываю вот обувь, пинетки, которые изготовлены тоже из стопроцентной мериносной шерсти для детей. Благодаря, как я уже сказала, теплоизоляционным хорошим свойствам эти изделия не дают ребенку заболеть. Также мы продолжаем изготавливать различные игрушки из шерсти натуральной. Ну, в общем, фантазий очень много в современном войлоковалянии. Вообще, в целом, мастера декоративно-прикладного искусства – это хранители национальной самобытности. Черпая вдохновение в народной жизни, от поколения к поколению они передают секреты своего ремесла. Народное творчество казахов – это его сокровищница, которая позволяет ему оставаться самобытным и узнаваемым этносом мировой культуре. В век стремительно развивающихся технологий, перемен социально-экономической и политической жизни, сближения различных культур особенно необходимо сохранение своих истоков и корней, чтобы не потеряться в этом многообразном мире. Спасибо большое за внимание. Всего доброго. До свидания.